Башкирском государственном театре оперы и балета во время вынужденного перерыва все любители классического искусства могут насладиться спектаклями в современном формате. Хоть двери театра и закрыты для обычных посетителей, они рады публике в интернет-пространстве. Несмотря на то, что мы все сидим дома, скучать некогда. Многие театры решили не прощаться со своими зрителями, а прибегнуть к новым технологиям. Теперь послушать оперу или посмотреть балет можно, не выходя из дома. К такому формату не все еще привыкли, в том числе и артисты. Вам, как исполнителю главной роли, проще работать на публику или на онлайн-трансляции? Ну, во-первых, я еще ни разу не пробовал работать в онлайн-трансляции, но я думаю, что это будет одинаково. Я буду стараться выкладываться так же, как и для зрителей, так же, как и для пустого зала, для телевизоров, экранов. Съемочная группа «Гори новостей» на репетиции спектакля «Летучий корабль». Многие из нас это произведение знают по одноименному мультику с очень запоминающимися песнями. «Я водяной», «Частушки бабок-ежек» и «Песня о мечте». Разумеется, что эти хиты присутствуют в постановке, но там есть и масса других режиссерских придумок. В чем разница работать на публику и на пустой зал? Ну, понимаете, особенность театра, она как раз заключается в том, что приходят зрители, и мы обмениваемся энергиями. И в этом прелесть театра, в этом его отличие от кино. Мы, зрители, являемся тоже соучастниками. В сказочном мире разворачиваются удивительные события. Главным героям забаве Иване Трубочисту придется столкнуться со всякими отрицательными персонажами. Но даже всякие черти весьма веселые ребята, хоть и не прочь напакостничать. Как вы думаете, в будущем имеет место быть, что все спектакли будут проходить в таком формате? Я бы не хотел, но я выражу свое личное, субъективное мнение. Я бы хотел работать на полный зрительский или зрительный зал, чтобы была вот эта отдача. Съемка в зале осуществляется с нескольких камер, поэтому вы можете разглядеть актеров даже ближе, чем это возможно при личном присутствии в зрительном зале. Кстати, на время самоизоляции оркестр тоже не выходит на работу. В репертуаре театра, оперы и балета практически ежедневно идут спектакли в онлайн-формате. Так проходит репетиция. Сам спектакль можно будет посмотреть в прямом эфире на видеохостинге. Спектакль «Летучий корабль» будет интересен как стар, так и млад. Самое время для семейных посиделок. Арина Зарипова, Руслан Бибаев, специально для «Горы новостей».